Великое размышление маленького мальчика. Этого мальчика зовут Абдуллах ибн Абдурахман. В своем возрасте он хорошо владеет разными религиозными предметами. Я уже не говорю о том, что он давно знает наизусть Коран с разными чтениями, так грамотно и красиво говорит на арабском, что его можно слушать долго. Лично я не слышал, чтобы у нас были взрослые люди, владеющие подобными знаниями. Ему всего 14 лет. Как сообщил мне этот мальчик, он всегда ложится спать в 10 вечера, но для меня сделал исключение. Мы остались с ним до 2 часов ночи, и наша беседа была очень интересной. Я ему предложил поехать к нам, чтобы научить маленьких детей Корану и работать преподавателем после этого. Я сказал, что мы обязательно поженим его на одной из наших красавиц, купим дом и будем платить ему зарплату. Создадим самый современный класс, вместо какой-то непонятной палатки. Как раз таких, как ты, молодых и образованных, нам не хватает. Улыбнувшись, сказал я ему. Он ответил: «Конечно, я не против жениться на вашей красавице. Но знаешь ли ты, почему многие, знающие наизусть Коран, искажают его смысл, портят религию?» Мне было очень интересно услышать от него этот ответ. «А ну-ка, почему?» – спросила я его. Он сказал: «Большинство из них учились в современных классах, о которых ты упомянул, где мягкие диваны, где после уроков ты можешь попробовать несколько видов еды и многое прочее. Привыкая к таким удобствам, они стали учителями или шейхами. Такие знающие люди должны всегда говорить все как есть, доводить истину до людей, не меняя Коран и Сунну. Но если они продолжают говорить все как есть, к ним может прийти испытание. Тогда большинство людей перестанет их поддерживать. Когда все будут против него, у него больше не будет работы. Если нет работы, то не будет уютного дома и красивой машины и прочих удобств. Ему просто страшно жить так, как живем мы. Здесь в палатках очень трудно достать воду. Жара очень сильная, никто не хочет так жить, но мы привыкли. И этот знающий человек, чтобы не попасть в подобную ситуацию, начинает менять религию, хотя он сам прекрасно знает истину. Поэтому будет лучше, если вы сами привезете детей к нам, чтобы они стали более полезными для уммы. Когда они получат знания в таких условиях, им не будет страшно ничего в будущем, потому что они уже видели все во время учебы. Тогда вы сохраните ребенку жизнь и ахират. Чтобы быть алимом, нужно не только знания, но и храбрость, терпение и всегда быть готовым к бедности. Когда французы предложили нашим предкам один из 2 вариантов на выбор – быть на французских убеждениях, и у нас все будет как надо, наилучшим образом, либо остаться на своих убеждениях в палатках с верблюдами. Они выбрали палатку с верблюдами, сохраняя высшие знания религии. Я очень благодарен своим предкам, да помилует их Всевышний. Они сделали наилучший выбор. Когда я слышу, что у вас есть дети 11-12 лет, которые не умеют читать Коран и называют себя мусульманами, хотя они учат несколько языков и хорошо учатся в школе, по моему телу бегут мурашки. Мне это совсем непонятно. Мне хочется спросить у них, что вам такого предложил этот мир, чтобы оставить Коран на потом? Что с вашим разумом? Вам богатство Харуна или царство фараона предложили? Я не думаю, что вам удастся видеть его богатство и царство даже во сне. Умный человек – это тот, кто думает о конце своей жизни.